Добрый день, наши дорогие гости, наши дорогие студенты. Мы очень рады видеть вас в нашем зале. Нас, конечно, немного, но это будет прямо по-семейному, по-домашнему. Сегодня в рамках юбилейных концертов, посвященных 70-летию нашего колледжа, мы представляем вашему вниманию отчетный концерт класса ударных инструментов под руководством преподавателя Якутского музыкального колледжа, заслуженного артиста Республики Саха-Якутия Дмитрия Леонидовича Твердохлебова. Концерт будет состоять из двух отделений. В первом отделении в основном будут представлены сольные выступления, во втором отделении – ансамбли. Прозвучат произведения для различных ударных инструментов, написанные композиторами 20-го столетия, которые также являются и исполнителями на ударных инструментах. Откроет наш концерт произведение современного немецкого композитора и педагога, автора многочисленных композиций для различных ударных инструментов Экхарда Капецки. В исполнении Татьяны Амосовой прозвучит маленький марш для вибрафона соло. Кристоф Гиша. Пьеса номер 1 для флейты и перкашн. Исполняют Нина Николаева и Дмитрий Твердохлебов.
Джеймс Мур. Соната номер 1 для перкашн-соло. Первая часть «Аллегро». Исполняет Богдан Ивануц. Современный бразильский композитор Ней Розаура, автор многочисленных композиций для маримбы и вибрафона, вводит в академический контекст ритмические и гармонические элементы традиционной бразильской музыки. Следующим номером нашего концерта прозвучит прелюдия номер 1 Нея Розаура для маримбы соло. Исполняет Ефрем Федосеенко.
Дэйв Манчини, Play the Funky Beat, для барабанов соло. Исполняет Богдан Ивануц. Артур Капио, Лулу. Соло для малого барабана исполняет Ефрем Федосеенко. В репертуар ведущих перкуссионистов мира входят произведения, написанные сербским композитором Небойшой Йованом Живковичем. На сегодняшний день он является одним из самых исполняемых авторов музыки для ударных инструментов. В его творчестве присутствуют и небольшие пьесы для начинающих исполнителей, и крупные произведения, например, концерты. В нашем концерте прозвучит произведение Небойши Живковича «Рок-сонг». Соло вибрафона исполняет Алина Мингазова.
произведение принадлежит американскому композитору, теоретику и дирижеру Роберту Джаггеру. Концерт для перкашен и оркестра исполняют Дмитрий Твердохлебов и Светлана Вдовенко. В исполнении Ефрема Федосеенко прозвучит 4-я часть из цикла 5 коротких пьес французского композитора-импрессиониста Жака Делеклюза. Партию фортепиано исполняет отличник культуры Республики Саха-Якутия Светлана Вдовенко.
Несколько слов хотелось бы сказать о самих ударных инструментах. Это большая, пестрая и разнообразная группа, которая объединяет общий способ извлечения звука – удар. То есть по своей природе они не являются мелодическими. Их главное назначение – подчеркивать ритм, усиливать общую звучность оркестра, дополнять и украшать ее различными эффектами. Из всех музыкальных инструментов эту группу считают самой древней. Исследователи сходятся во мнении, что инструментальная музыка началась с ритма, а затем уже возникла мелодия. Много тысяч лет назад человек взял в руки два камня и начал стучать ими друг об друга. Так появился первый примитивный ударный инструмент. Еще с незапамятных времен их использовали в различных обрядах и танцах. За многовековую историю человечества сформировалось огромное количество ударных инструментов. Второе отделение концерта открывает ансамбль ударных инструментов в составе Дмитрий Твердохлебов, Богдан Ивануц, Ефрем Федосеенко, Алина Мингазова. За роялем Светлана Вдовенко. Арам Хачатурян. Несмотря на очевидное древнее происхождение, в оркестр эта группа вошла позже других инструментов. К тому же употреблялись они редко и в небольшом количестве. Наиболее часто в ранних оркестрах использовались литавры. Лишь в XIX веке ударные инструменты окончательно закрепляются в составе оркестра. Их количество неуклонно растет. И уже к концу 20-го столетия только в симфоническом оркестре встречается свыше 70 разновидностей ударных инструментов. Все ударные подразделяются на две группы по двум принципам. Первый принцип подразумевает материал, из которого сделан инструмент. Мембранофон, то есть с кожей или перепончатые, и идиофон, то есть любой материал, который может воспроизводить звук, например, металл, дерево или стекло.
Второй принцип разделения – это ударные с определенной высотой звучания или с неопределенной высотой. К так называемым мембранофонам относятся большой и малый барабаны, литавры. К группе идиофонов – вибрафон, маримба, ксилофон, треугольник, тарелки, маракасы и так далее. Если же распределять их по высоте звучания, то, к примеру, барабаны, которые стояли ранее в одной группе с литаврами, будучи мембранофонами, теперь оказываются в разных группах, так как барабаны невозможно соотнести с каким-либо звуком, фортепиано, например, в отличие от литавр, которые имеют определенную высоту звука. Митчелл Питерс. Пьеса для ударных.
Немного остановимся на тех инструментах, которые сегодня звучат в нашем концерте. Король группы ударных инструментов в симфоническом оркестре – это, конечно же, литавры. Инструмент имеет очень древнее происхождение. В Европе литавры были известны со времен крестовых походов. В оркестре же они появились лишь к XVII веку в произведениях французского композитора эпохи барокко Жан-Батиста Люли. Сегодня литавры, пожалуй, наиболее известный и распространенный инструмент. Это неизменный атрибут любого оркестра. Они представляют собой систему двух и более металлических котлов, открытая сторона которых затянута кожей или пластиком. У литавр огромнейший диапазон силы звука, от еле слышного, еле заметного до громоподобного и яркого. Еще одна важная особенность литавр – это то, что они имеют звуковысотность, то есть позволяют воспроизводить звуки точной высоты. В прозвучавшем ранее произведении вы это услышали. Еще один инструмент, сегодня звучавший, это вибрафон. Изобретен он в Соединенных Штатах Америки в конце первого десятилетия XX века. Основное отличие вибрафона заключается в его характерном тембре, которому свойственна большая вибрация, возникающая при помощи особого устройства. Благодаря своему сочному и густому тембру и широким виртуозным возможностям вибрафон находит применение в ансамблях ударных инструментов, в музыке эстрадных концертов и кинофильмах. Джон Бек «Адьямо».
Некоторые почему-то считают, что играть на барабане проще простого. Взял в руки палочку и стучи. Но бывают произведения, где партия малого барабана одна из главных. К примеру, в произведении французского композитора Мориса Равеля под названием «Болеро». Малый барабан выдвигается вперед, устанавливается перед оркестром рядом с дирижером, так как этому инструменту композитор поручил самую ответственную роль. Во время исполнения всего произведения музыкант, играющий на барабане, должен выдержать единый ритм, не замедляя и не ускоряя его. Звучность нарастает от вариации к вариации, вступают все новые и новые инструменты в оркестре, и, возможно, музыканту хочется немножко быстрее, но барабанщик должен держать единый ритмический стержень. Видите, какое порой искусство требуется от музыканта? Конечно, не всегда к исполнителю на барабане предъявляют такие требования, однако ответственность у исполнителя всегда большая. Еще один инструмент в сегодняшнем концерте звучал – это маримба. Мелодический ударный инструмент. Возникла маримба в Малайзии, затем стала распространенным инструментом в Африке, Центральной и Северной Америке. Она обладает очень богатым, мягким и глубоким тембром, позволяющим добиваться выразительного звучания. На этом инструменте возможно исполнять и мелодии, и гармонии, и виртуозные пассажи. На протяжении 20-го столетия отношение к группе ударных инструментов качественно изменилось. Из самой незначительной она превратилась в концертирующую и равноправную группу. То сейчас они чаще применяются самостоятельно и таким образом, чтобы их тембр не смешивался с тембрами остальных инструментов. Экхард Капецкий, Fusion Malets, исполняет ансамбль ударных инструментов.
Наш концерт подошел к своему завершению. Давайте скажем еще раз большое спасибо исполнителям, пожелаем их дальнейших творческих успехов. И большое спасибо зрителям, что вы уделили это драгоценное время небольшое, да, и посвятили его сегодня музыке. Спасибо большое, успехов вам все и до новых встреч на наших концертах. Вы звонили, а я не ответила, мы потому что играли. Улыбаемся, машем. Раз, два, три. Еще раз. Раз,